Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мемлекеттік рәміздер. Ребята, тема сегодняшнего урока – государственные символы. Мақсаты мемлекеттік рәміздермен танысамыз, заттардың көп немесе біреу екенін ажыратып үйренеміз. Сегодня познакомимся с государственными символами и научимся различать единственное число от множественного числа. Ребята, так как мы будем говорить о государственных символах Казахстана, давайте обсудим, какое же это государство наш Казахстан. Для этого обратите внимание на первое задание и ответьте на этот вопрос, какое же государство Казахстан. Казахстан қандай мемлекет? Давайте попытаемся ответить. Казахстан бай мемлекет. Казахстан богатое государство. Казахстан үлкен мемлекет. Казахстан большое государство. Казахстан тәуелсіз мемлекет. Казахстан независимое государство. Согласны, ребята? В таком случае запишите эти предложения в рабочей тетради. Теперь, ребята, скажите, встречались ли в этих предложениях слова, которые вы не знаете и которые мы с вами не проходили? Встречались, да? Это слова мемлекет және тәуелсіз. В таком случае давайте познакомимся с новыми словами сегодняшнего урока. Жаңа сөздер. Эти слова вам нужно записать в словарную тетрадь. Елбасы – глава государства. Елтаңба – герб. Әнұран – гимн. Мемлекет – государство. Тәуелсіз – независимый. Рәміз – символ. Ұлан – это юноша. Жақсы балалар. Енді бұл не сұрағына жауап берейік. Бұл не? Что это? Бұл мемлекеттік елтаңба. Это государственный герб. Бұл не? Бұл мемлекеттік ту. Это государственный флаг. Бұл не? Бұл мемлекеттік әнұран. Это государственный гимн. Елтаңба, ту, әнұран бұл мемлекеттік рәміздер. Запомните, ребята, герб, флаг и гимн – это государственные символы. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Келесі 4-ші тапсырма. Оқы қарамен жазылған сөздерді мәндес сөздермен ауыстырып айт. Прочитайте и слова, выделенные жирным шрифтом, замените на синонимы. Давайте, ребята, прочитаем вместе. Қазақстан тәуелсіз мемлекет. Мемлекеттік рәміздер еліміздің тәуелсіздігін білдіретін символдар. Мен Қазақстанның ұланымын. Елімді мақтан етемін. Оның мәңгілік ел болғанын қалаймын. У нас выделено два слова. Мемлекет в переводе государство, және ұлан переводится юноша, да? Каким словом можно заменить слово мемлекет, государство? Мемлекет можно заменить со словом ель, что означает страна. Ұлан можно заменить словом азамат, что означает гражданин. Значит, мемлекет ель, ұлан азамат – это слова синонимы, ребята. Жарайсыңдар балалар. Это задание было устное. Дальше. Давайте перейдем к грамматической части нашего урока. Ребята, окончание множественного числа в казахском языке – это ларлер, дардер и тартер. То есть, добавляя эти окончания к предметам, мы образуем их во множественном числе. Например, қала – это город. Чтобы сказать города, мы скажем қалалар. Қыз – это девочка. Чтобы сказать девочки, мы скажем қыздар. Кітап, ребята, это
книга, да? Чтобы сказать книги, мы скажем ктаптар. Теперь давайте с помощью этой таблицы узнаем, как правильно добавлять эти окончания. Если слова заканчиваются на буквы А, О, У, Е, Ю, Я и краткий и Р, мы добавляем лар, либо лер. Лар, если слово твердое, лер, если слово мягкое. Если слова заканчиваются на букву Ж, З, Л, М, Н, Н, мы добавляем либо дар, либо дер. Дар добавляем, если слово твердое. Дер, ребята, добавляем, если слово мягкое. Если же слова заканчиваются на буквы Б, В, Г, К, Х, П, С, Т, Ш, Щ, Ф, Х, Ц, либо Ч, тогда добавляем окончание тар, либо тер. Тар, если слово твердое, то есть если в словах есть твердые гласные. Тер, если слово мягкое, если в этих словах есть мягкие гласные. Запомнили, ребята? Теперь давайте сделаем по нему задание. 5-ші тапсырма сөздерге қосымша жалғап жаз. Вам нужно будет вот по данному образцу добавить окончание множественного числа. То есть окончание либо ларлер, дардер, тартер. Это у вас будет домашним заданием. Сабағымыз аяқталды, балалар. Сау болыңыз.